Уважаемые журналисты, начинаем брифинг президента по вопросу сноса незаконной постройки на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. У нас как-то сложилось, что в течение длительного времени люди, не спрашивая практически ни у кого, не получая соответствующих разрешений, возводили строения, которые никак не вписываются ни в архитектурный стиль наших городов и районов. То, что произошло в Пицундах, и произошло это не сегодня, а имело место, к сожалению, еще и вчера. Строительство незаконных строений в этой заповедной зоне, где в советский период уделялось огромнейшее внимание сохранению этого парка. Возможность заработать, создать условия для определенной категории людей привели к тому, что в этой территории стали возникать строения. Те решения, которые принимались, были нацелены на то, чтобы привести в порядок этот процесс. Мы пошли по законному пути. Я знаю, как многие реагировали на это, почему так долго не приводится в действие то, о чем было заявлено, но мы ждали решений суда. Я думаю, вам известно о том, что нашлись люди, которые пошли по пути закона. Одно из строений было убрано самим хозяином. По другому строению, которое прошло через судебные рассмотрения и по которому было принято решение о сносе, были приняты соответствующие действия. Действия, которые были нацелены на то, чтобы во главе всех наших дел главенствовал бы закон. И по закону, по решению суда, структурам даны были соответствующие указания, и они выполнили эту задачу. Так будет и по отношению ко всем строениям, где будут приняты судебные решения по этим объектам. Думаю, что это единственное правильное решение. Других каких-либо шагов быть не может. Никого мы выбирать не собираемся, кому-то создавать какие-то более выгодные условия. Здесь все должно соответствовать закону и только закону. И никаких здесь чрезвычайных событий нет. Это нормальный процесс, который должен был быть, я еще раз говорю, вчера. Рауль Джункович, меня интересует, а по другим объектам, в других районах Абхазии, какова ситуация? Мы же знаем, что были различные объекты построены в прибрежной зоне. Я, как и прежде, доводил до вашего сведения, через вас, до нашей общественности. Там, где такого рода строения есть, мы принимали соответствующие меры, шаги. Какая-то часть людей понимала и останавливала процесс строительства по этим объектам. Другие представляли соответствующие документы, которые якобы позволяли процесс строительства. И я убежден, что нужно проводить соответствующие проверки по всем этим объектам. И там, где эти решения были незаконными, не соответствуют нашему законодательству, должны быть соответствующие шаги, как это было и в Пицунском парке, соответствующие подачи материалов в суд. Государство должно защищать свои интересы. Рауль Джункович сарехин засвела, что аустбам цадзбам цинакуршан закон диргила захыбра рабхат закон икуган агхасмах вазар. Ахобрян ера хунткар на бхагар аустбам та анагзевича ера апшма яхатр бейт апха авинюна замат билргит насоб арбгаре аналога ерубрик пымч заква хутахтала дачаджер иргулозар ихия ирхорт ипш аматох يحب حبخ يبص يبشق تجلز عاشق على خبرة قد خر يبخ جسن زقاني شحوي بش يربجن يلاج خو ممزرجي يبخ بس حنتكر خرجل يربجن ده شجرة أما تخويه خو. يدنك زالا جشات جش بدي بزيدزن هاي جوار يقف حنتكرج احنا كلا كأنا يقز أرجل ركرنا يشكر رجلن يقطب حن نرحشته وعزين ررتد ترمن رخالة يكور غاربيبش رخالة يخبرم غاز ناسا техника надыргылан юқубас иштецаны ялгет идрыцкит хара хунткарра хучу аяшызхан ей бедер вахабзаги аха уяна гадзама закон хакум нуқаробха абхед зинеркны ахам такой иқацыз изахаз қалыт
иацныҟәазҟалеит. Измаҳаз иацымныҟәаз, еиҭах ҳаԥсуа ҵас ишаҵанакуа ала ҳазнеит. Уи аиаша азыҳәан атехника надыргылан, иҟәыбаса инышьҭыҵын, даргьы ирмыхәо, аҳәынҭқаррагьы иамыхәо аҵазар ауан. Аха еиҭах алшарак раҳҭеит, иара рџьабааԥса, абриара азакәан уи аҩыза ҳәомызт, аха ираҳҭеит аҭагылазаашьа иԥымҽкәан, иҟәыбаса ишьҭаҵамкәан, аԥхьаҟа џьара ҭыԥк ылхны ироуртә иҟалозар, рхы иадырхәартә дара абарҭ аргыларатә маҭәахәқәа ирымаз. Уаҟа уажәы азҵаара аниааушьҭыз аны, аҳәынҭқарратә харџьала. Аҳәынҭқарра харџьала ари аҩыза аҭагылазаашьа есымшагьы ҳзыԥҵаӡом. Иара иахьагьы аҳәынҭқарра ахарџьала акәӡам. Рызегьы ақьаадқәа еиқәыршәаны ишахәҭоу ала, дара ироуртә, иахыршәаартә еиԥш, иҟалартә еиԥш аҭагылазаашьа шаԥаҳҵо рдыруазароуп. Даҽакала знеишьааӡа. Ибзиаӡаны издыруеит, уаҟа изгәаԥхаз ыҟоуп, изгәамԥхаз ыҟоуп, аха са иахьынӡазбо ҳауаажәлар, абжеиҳара ари аус иадгылоуп. Аха исҳәарц сҭахуп, азакәан аԥызҵо аҳәынҭқарроуп. Аҳәынҭқарра аструктурақәа иалахәуп апарламент. Апарламент даҟноуп абарҭ азакәанқәа зегьы иахьаԥырҵо. Уаҟа иара апарламент даҟны ауааԥсыра иалахәу, аҿагыланы, ари аҩыза аҭагылазаашьа ҟамлароуп ҳәан иацныҟәарц згәы иҭоу ирдыруазароуп ибзиаӡа. Уи аҳәынҭқарра ахьӡ шьҭнахӡом, иара аҳәынҭқарра аструктурақәагьы ланарҟәуа азакәан ҳақәныҟәарц ҳҭахызар, уалаҭахыла ҳәан мацара иауӡом. Убри азыҳәан еиҭах ааԥхьара ҟасҵоит. Ҳара аҳәынҭқарра ахьӡала ҳазҿу аусқәа, аҳәынҭқарра иаԥырхагам, аҳәынҭқарра ахьӡи аҭагылазаашьа ишьҭнахырц азыҳәан ауп ҳзаҿу. Дасу иахьааигәаԥхалак аргыларақәа ирылагар, шықәсқәак роуп иаҭаху ҳҳәынҭқарра ахарԥшра маӡамкәан ҳалгарц. Уи аҩыза аҭагылазаашьа ҳзыҟаҵац. Аха еиҭах ԥыхьагьы сҳәон, дасу дызусҭазаалакгьы аӡәымзар-аӡәы ҳаиԥырхагахоит ҳәа ҳгәы иҭаӡам, ихатә џьабаала, закәанла, ишахәҭоу аԥш ақьаадқәа алхны, зегь рыла амҩа иқәлар, ҳармыцхраауазар, ҳарԥырхагахаӡом. Аҳәынҭқарра уиаҟара лшарақәа амаӡам, иахьа макьана иуҳәартә иаӡам зегьы ҳҭагылазаашьа бзиоуп ҳәаны, аха излаҳалшо ала ҳрыдгылартә еиԥш, ҳрыцныҟәартә еиԥш, амҩақәа ҳанылартә еиԥш уи аҩыза аҭагылазаашьа шҳамоу агәра шәсырго. Рауль Джумкович, меня интересует степень ответственности местных властей, на глазах которых возводились эти незаконные строения. Мера ответственности по отдельной категории лиц уже наступила. Кто-то снят с работы. По отдельным лицам ведутся соответствующие работы. Возбуждены даже уголовные дела. Что касается чиновников различных звеньев, которые предоставляли те или иные документы, или вообще не представляли, но на глазах этих чиновников происходили незаконные строения, наступят и для них соответствующие меры, наказания. Будет это отстранение от работ или дальнейшее разбирательство по этим делам, это время покажет. Но это будет быстро. Рауль Джумкович, в интервью абхазскому телевидению вице-премьер Аслан Кубахи в каком-то смысле обвинил некоторых чиновников в том, что они занимаются затягиванием оформления и рассмотрения документов заявителей и таким образом как бы способствуют тому, что люди, не дожидаясь разрешительных документов, начинают строительство. К сожалению, зачастую это имеет место. И это не только в этой сфере деятельности. Это касается практически всех направлений деятельности государства, когда затягиваются процессы выдачи тех или иных документов, необходимых человеку. Но это не дает права никому без соответствующих разрешительных документов начинать строительство, заведомо зная, что это может привести к определенному процессу. И этот процесс, как видите, наступил. Никто не должен уходить от закона. И никто не должен обходить этот закон. И я еще раз хочу заметить, как бы там ни было, как бы ни пытались говорить о том, что процессы, связанные с выдачей соответствующих документов, затягиваются,
Каждый из них прекрасно знает, что это территория реликтового парка. И никто никогда не согласится с тем, чтобы на этой территории строились бы те или иные объекты. К сожалению, эти прецеденты были, и они позволяли некоторой последующей категории людей, которые видели, что на этой территории все годы производились такого рода постройки, ну и они посчитали, что почему бы и им нельзя. Возможно, конечно, и чиновники тоже предполагали, что могут наступить те или иные последствия и для них. Поэтому, может быть, и шел процесс затягивания на авось, как говорится. Может, пройдет, а может и нет. Не пройдет. Заверяю вас, во всяком случае, мы, все те, кто живет в этом государстве, я зачастую повторяю это, воевали, и наши ребята погибали не для того, чтобы заниматься в последующем беспределом. А это беспредел. И он когда-то должен быть остановлен. Да, пошли на этот процесс, чтобы те же строительные материалы были бы, возможно, использованы этим человеком в последующем для строительства другого какого-то объекта. Но для этого нужно пройти опять соответствующие процедуры. И, как вы сами заметили, да, кто-то находит возможность построить объекты в другом месте. Но если это законно полученная земля, получены соответствующие разрешительные документы, противодействия государства в этом вопросе не должно быть. Никакой компенсации со стороны государства не будет. Да, мы действительно применили физический труд людей, которых привлекли для того, чтобы демонтировать эти строения. Но все счета будут предъявлены хозяевам. И они будут выплачивать государству то, что полагается. Никаких других подходов быть не может. Когда решался вопрос сноса в Пицунде, вы проводили совещания, вы давали конкретные поручения. Значит, в следующий раз, когда, предположим, судебные приставы поедут на исполнение какого-то судебного решения, которое не будет столь резонансным, значит, будет ли им обеспечена такая же поддержка? Мне кажется, что служба судебных приставов, она сегодня, вот как считаете ли вы, что да, как-то ее нужно укреплять, или когда это укрепление силовыми структурами произойдет? Они говорят о том, что у них сегодня нет возможности получать средства для того, чтобы возвращать те деньги, которые они тратят на снос. Что касается силовой составляющей, там, где она нужна будет, до того процесса, пока не будут организованы при судебных приставах той структуры, которая будет обеспечивать вопросы проведения таких работ, мы будем привлекать для этого МВД. Это тоже вопрос общественного порядка, соблюдение всех тех правил, которые заложены в наше законодательство. Другого пока подхода быть не может. Но вопрос силовой составляющей судебных приставов, он заложен в закон, и он будет в ближайшее время решаться. Что касается финансовой стороны, да, есть определенные затраты. Но это не только затраты судебных приставов, и из их бюджета якобы, мол, все это организуется. Это организовывает государство, правительство. И там, где возникнет необходимость дополнительных расходов, мы будем их нести. Но я говорил, мы должны до конца довести всю соответствующую работу по части, касающейся компенсации за счет хозяевов, незаконно построивших эти объекты.